Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Сансызбаев Аслан Мирханович. Я учитель русского языка и литературы Алгабасской общеобразовательной школы. Я рад знакомству с вами и надеюсь, что у вас хорошее настроение, и мы вместе проведем интересный урок. Колокольчик наш звенит, и урок начать велит. Слышишь звонкий голосок? Нам пора начать урок. Итак, мы начинаем наш урок. Для начала я предлагаю посмотреть картину. Скажите, ребята, кто и что изображены на картине? Правильно, на картине изображены космонавты, ракета, собаки. Как вы думаете, что их объединяет? Верно, их объединяет космос. Так о чем сегодня мы с вами будем говорить? Сегодня мы с вами будем говорить о космонавтах. На картине изображены космонавты, ракета, собаки, которые совершили полет в космос. Ракета – самое важное, самое грандиозное событие человечества за всю ее историю. Благодаря ракете человек смог осуществить свою мечту полететь в космос. Космонавты продемонстрировали огромные возможности человека и внесли прогресс в нашу жизнь. Сегодня спутниковое телевидение и интернет существуют благодаря полетам в космос. Отсюда и возникает вопрос: так кто же они, первооткрыватели космоса? Конечно же, это Белка и Стрелка. Они полетели в космос на корабле «Спутник-5» 19 августа 1960 года. Юрий Алексеевич Гагарин, советский летчик, первый космонавт Земли. Впервые в мире 12 апреля 1961 года совершил полет в космос на космическом корабле «Восток». Его полет длился всего 108 минут. Тохтаров Бакиров, первый космонавт-казах из Карагандинской области, стартовал в космос на космическом корабле «Союз-М-13». 2 октября 1991 года он был в космосе почти 8 суток. Все они, каждый по-своему, был первым. Первыми полетели в космос Белка и Стрелка. Юрий Алексеевич Гагарин – первый человек, совершивший полет в космос. Тохтаров Бакиров – первый казах, полетевший в космос. Поэтому их называют первыми путешественниками в космос. Сегодня у нас тема «Первые путешественники в космос». Сегодня на уроке вы узнаете о первых путешественниках в космос, как отличать глаголы, указывающие на завершенность действий. Вы научитесь правильно использовать глаголы, указывающие на завершенность действий. Ключевые слова урока: космонавт, гаршкер, орбита, орбита, космодром, гарш айлағы, стартовать, басталуы, космический корабль, гарш кемесі. Ну а сейчас, ребята, я предлагаю посмотреть видеоролик. Интересно, зачем Белка и Стрелка улетали в космос? Белка и Стрелка – первые в мире собаки, совершившие настоящий космический полет. 19 августа 1960 года Белка и Стрелка 17 раз облетели Землю, проведя в полете 25 часов. За это время они преодолели расстояние 700 тысяч километров. Прежде чем полететь в космос, Белка и Стрелка долго тренировались, учились принимать космическую пищу и носить специальную одежду с датчиками, а еще привыкали жить в очень тесном пространстве. Вернувшись на Землю, Белка и Стрелка сразу же стали всеобщими любимцами. В космос они больше не летали. Зато уникальные данные, собранные во время полета двух отважных путешественников, позволили ученым правильно спланировать и запустить в космос человека.
первого космонавта Юрия Гагарина. Ну а сейчас мы с вами будем выполнять задание. Задание первое. Прочитайте текст, определите пропущенные орфограммы. 19 августа 1960 года с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Восток». На борту этого корабля находились собаки Белка и Стрелка. Они были первыми четвероногими космонавтами, которые облетели вокруг Земли и вернулись. Я надеюсь, что ты справился с заданием. Давай проверим вместе. Проверь себя. Слова Байконур, Восток, Белка и Стрелка пишутся с большими буквами, так как все это имена собственные. Байконур – это название космодрома. Восток – космический корабль. Белка и Стрелка – это кличка животных. Ну а слова космодром, космические космонавты – это родственные слова. Здесь пишутся буква О. К этому тексту есть еще одно задание. Задание второе. Надо найти все слова действия. Слова действия иначе мы называем глаголы. Вспомним, на какие вопросы отвечают глаголы. Глаголы отвечают на вопрос «что делать», «что сделать». Давайте проверим себя. В нашем тексте есть 5 глаголов. Что сделал? Стартовал. Что сделали? Облетели. Что сделали? Вернулись. Что делали? Находились. Что делали? Были. Вы заметили, что одни слова действия отвечают на вопросы «что сделал», а другие «что делал». Запомни, глаголы, отвечающие на вопросы «что сделал», «что сделала», «что сделали», указывают на завершенность действий. Теперь попробуем правильно подбирать глаголы в предложениях. Задание третье. Даны два предложения. В скобках даны два глагола. Тебе необходимо выбрать тот глагол, который подходит по смыслу. Я надеюсь, что ты правильно подобрал нужный глагол. Давай проверим. Тохтаров Бакиров открыл космическую страницу независимого Казахстана. Во время первого полета Талгат Мусабаев совершил 2 выхода в открытый космос. Глаголы «открыл», «совершил» отвечают на вопросы «что сделал» и указывают на завершенность действия. Итак, сегодня на уроке вы узнали о первых путешественниках в космос. Отличали глаголы, указывающие на завершенность действия. Ты научился правильно использовать глаголы, указывающие на завершенность действий. На этом наш урок подошел к концу. До свидания, до скорой встречи.